знаете? По Ленинградскому. А по Ленина не ходит? По Ленину у нас нет, не ходит. А, не ходит по Ну, Ленину? нет, он, получается, в начале Ленина идет. А, На остановку, потом на Ленинградск, туда вниз уходит. а вот выйти там, чтобы в магазин, супермаркет, там купить там водички такой, где там можно? На какой остановке можно выйти? Водичка, супермаркет. Ну, магазинчик какой-нибудь там. Ну, в принципе, через 2 остановки экспресс может там выйти. Через 2 остановки экспресс, да? Да, ну я как раз там выхожу. А, что... а сколько стоит проезд? Сама не знаю, 34 рубля. А то я в такси позвоню, дорого, блин. Дорого. Такси дорого. Кстати, дымка уже меньше стала, да? Да. Ну, сегодня, я думала, нету. Тушат или не тушат? Сейчас уже тушат, вроде бы. Тушат, да? В Мирном тоже тушат? Под Мирным. Уже вот в Айхале там Би-200 летают, самолеты тушат. В Удачном в Айхале, ну, севернее получается. Там уже нормально тушат. Хотя Якутск вообще там весь в дыму. Да, И рейс там отменяют. да. Скинул, там тоже так, как у нас стоит. Да? Тут хоть уже дымом не воняет. Ну да, хотя бы более прилично. Да. А он как вот это ходит, через какой промежуток времени? Ой, на выходных тоже не знаю, наверное, через час там. Да, вы всей семьей куда-то поехали, что ли? На променаж. Кстати, дымки уже меньше, да? Обратно появляется. Да? Утром небо видно. Я в 5 утра вставал, небо видно. Но здесь тушат хоть или не тушат? Говорят, тушат. Но не видно, да, никого? Ну, говорят, тушат, но в Москве тоже много чего делают. Самый дым самолет. Вы на кнопку нажимаете, у меня пищит. Да. Ко мне ночью. Самолеты стояли здесь. Вот эти, МЧС. Да, Би-200. Они его стояли на взлет. Я еще на Урале работаю. Ага. Ну, вахтовиков завозил. Но. Они его стояли в порту. А мужики там вручную тушат. Да? Самолеты стоят, а мужики вручную тушат. А им нельзя летать, сказали. То, что- Видимости нет. А наши тушки садятся. Ну, получается, да. Даже GS7 отказался. Да? А наши тушки летают. Единственный дождь пошел, поэтому. А так тут сейчас хоть город видно. После дождя легче стало, да? Ну да, ну не было. Вот вчера вон уже не видно ничего. Обратно все поднималось. Да. Опаздываете по времени? На 4 минуты. Да вот из этого терминала. Новый дали, он тормоз такой, что Да. сейчас уже этих билетов нет. Давно в Мирном живете, да? 94-й. На удачке поехал. Мужик слетел с трассы Да. на Хондай, а я на Егере был. Ну и вытащил его, зацепил, потащил. Мне в Айхал надо было, а ему удачку. Ну и вот дотащил, вот такой гололед был как раз. Да? Стоять невозможно было. И его дотащил обратно, пошел, меня крутануло. Я Да? на полном приводе. Обалдеть. Доброе сделал, а сам. А сам, да, сам попал. Спасибо. До свидания. А скажите, обратная остановка у нас где? Ага. Ну уже дышится легче в Мирном. Хорошо, прям.
Так, Вон там, да, остановка? дорогу перейдете, Ага. метров 200, наверное, 150. Там увидите, как магазинчик будет. Вот, друзья, город Мирный у нас. Тут, конечно, уже чувствуется запах города. Именно вкус города. Березы растут, деревья такие красивые, богатые. Дымка уже меньше становится. Он уже солнце пробивается. Ну вот водитель, вот, с которым ехал на автобусе, говорит, что это было нормально, прям все видно. Сегодня утром проснулся в 5 утра, и прям дымка опять стала появляться. Вот получается, не знаю, будет тут видно вам, не будет. Лук 145, картошка 135. Молодая, наверное, картошечка. Мандарины 212 рублей. Салатик 196. Мирницкие цены, да? Яблоки Молдова 235 рублей за килограмм. Мирницкие цены у нас. Сколько стоит карачинская? Сейчас узнаем. Груши 275 рублей. А карачинская почем? 65? Карачинская у вас 105. А, все, понял. В большинстве случаев из-за людей в основном горят вокруг населенных пунктов. И там, где разведки идут, нефть, газ, алмазы. МТЛБшки ходят, ну, танки, переходная техника. Военная, да? Ну, военная, так. Ну, разведку, допустим, завозят какую-нибудь там. Иголки падают, потом где-нибудь газанул, забуксовал, короче. Искра вылетела. Вы имеете в виду, это разведка, когда вот полезно ископаемая разведка идет? А все факторы природные, это сухие грузы, их никто не отменял. Грузы. То есть их много. Потому что так вот по комментариям смотрю, читаю, вот по соцсетям, опросам, что там как бы человеческий фактор в основном присутствует, 80%. Люди так считают. Везде так и есть. Что? Потому что если взять, вот там, где, допустим, далеко от населенного пункта, надо смотреть, если там нефтедобывающая отрасль, какая-нибудь газовая отрасль, а там, где населенный пункт вокруг, в основном это шашлыки, бани, дачи. Техника, авиация, военные даже привлечены, вертолеты летают вооруженных сил. А есть группировки, да, лесоавиаохраны по территориям нашей страны. Там добровольцы. Всего добровольцы, да, и по договорам администрация заключает договора с людьми, то есть они участвуют в тушении. Но это все дорого, финансово затратно получается. Я не знаю, То есть вы хотите сказать, что получается тушить бессмысленно? почему бессмысленно. Есть смысл, потому что просто систему надо немножко корректировать, менять. Ну, то есть это вопрос уже к МЧС, наверное, в большей степени, Даже да? не к МЧС. К Путину. Потому что МЧС, все почему-то привыкли, что именно МЧС за это все отвечает. Да, но не забывайте, что лесной фонд это у нас лесники, да? То есть лесоохрана, лесавиаохрана, там что еще, природопользование, это все их темы, то есть они там должны.